Здравствуйте! Доброе утро! И сегодня с вами снова мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Мы рады приветствовать вас этим замечательным утром. Сегодня 2 марта, а еще помним, что сегодня... Что? Пятница. Пятница, последний рабочий день недели и канун выходных. Поэтому сегодня в нашей программе будет много советов, которые будут полезны именно с этой точки зрения. Это программа «Здравствуйте», и мы начинаем. Встречаем весну сюрпризами для любимых. Форма – эффектное отжимание для отличного самочувствия. Приятного аппетита! Готовим вкусное блюдо по несложному рецепту. Природа преподнесла жителям нашего региона неприятный сюрприз – по-настоящему зимнюю погоду. Возможно, всем нам стоит подумать о подарках для близких, которые улучшат наше настроение, вернее, настроение наших близких. Ведь когда ты даришь подарки, у тебя тоже хорошее настроение, правда, да? Правда. В первом сюжете мы расскажем, какой оригинальный подарок сможет поднять настроение и приблизить весну. Весна – это замечательное время. Это ощущение новизны во всем, что нас окружает. Она пахнет свежестью и цветами. Весной люди радуются жизни, умиляются подснежникам и влюбляются без памяти. А если вы уже обзавелись второй половинкой, это очень удачное время для весенних сюрпризов вашему любимому. Хоть погода и радует нас солнечными днями, отправиться в поход или на пикник пока рановато. Поэтому мы нашли другой способ, как приятно удивить вашу вторую половинку. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и сегодня я расскажу вам, как лучше преподнести сюрпризы своим любимым. Весной любимые ждут от нас больше внимания, заботы и ласки. Как выразить это в подарке, мы покажем сегодня с помощью вот такой баночки. С помощью этого сюрприза мы проведем больше времени вместе с любимым. Испечем вместе печенье. Для этого мы возьмем сухую смесь для выпечки. В ней уже есть мука, соль, сахар и сода. Завяжем на ней красивый бантик. Кладем наш пакетик в баночку. Кладем в баночку настоящий бельгийский шоколад, чтобы потом смазать готовое печенье. Форма в виде сердечка поможет создать романтическое настроение. Ее мы тоже кладем в нашу баночку. Также нам понадобится кисточка для шоколада и разноцветные посыпки. Каждый сможет создать свое индивидуальное печенье. Кладем в баночку рецепт или пожелание для своего любимого. И наш подарок готов. Дарите на радость. Для того, чтобы сделать такого рода подарок-сюрприз, нужно лишь знать предпочтения и вкусы вашего любимого. Мы закончили с подарком для любимого, и теперь мы соберем набор, который может подарить мужчина своей любимой женщине. Составляющие для подарочной корзины мы выбираем исходя из вкусов. В данном случае мед. Поэтому у нас медовый пилинг, медовый чай. Также можно по желанию добавить в корзину сам мед. Соль и лавандовое масло помогут расслабиться и поднимут иммунитет. Также в корзине у нас маска для волос, маска для лица и патчи, чтобы ваша любимая выглядела отдохнувшей. Поможет атмосферу создать свечка. Также я кладу в корзину цветок хлопка. Для того, чтобы подарок выглядел индивидуально, привяжем ленточку. Можем собирать наш подарок. Вот такие весенние боксы вы сможете без труда сделать сами и поднять настроение не только себе, но и вашему любимому, близким и друзьям. А в Казанском федеральном университете весна начинается весьма необычно. С 7-й серии образовательного проекта «Пронаука». И сегодня все желающие могут провести эко-ночь в стенах университета. А вот все подробности мы узнаем у заместителя директора департамента пиара и рекламы Казанского федерального университета Ксении Никитиной. Доброе утро. Доброе утро. Ксения, ну давайте для начала расскажем, что же такое эко-ночь. Даем определение термину.
«Эко-ночь» — это научно-популярный проект, который проводит наш университет. Называется она «Эко» с приставкой, потому что посвящена защите окружающей среды. Что приготовили? Что будет интересного? Будут 15 лекций от преподавателей нашего университета, в первую очередь от Института экологии и природопользования КФУ. Будут лекции от приглашенных спикеров, много викторин, игр и розыгрыш призов. 15 лекций — это за вечер? За всю ночь? Да, в течение вечера. Нет, то есть там, видимо, можно выбрать. Или что, или это обязательно? Или прям все подряд 15? Сидят 15 академических Нет, конечно. часов. У нас разделены лекции на 3 секции, и в каждую секцию может прийти любой желающий и послушать ее. Ну, мы говорим сейчас только вот о лекции, это рассказы, лекции, а вот на практике что-то можно сделать? Я не знаю, пощупать, что-нибудь своими руками, может быть, смастерить, сделать? Конечно, у нас будут зрелищные интерактивы, это опыты, эксперименты, химические, физические. Это будет интересно и детям, и взрослым. То есть у нас программа рассчитана... Да, то есть кого вы ждете? Людей каких возрастов? У нас программа рассчитана на разную аудиторию. Думаю, все найдут для себя что-то интересное. Есть еще отдельная секция для школьников. В ней мы расскажем о том, что экология находится в центре профессии будущего. Ну и вообще покажем разные викторины и подарим призы. Ага, ну вот с этого и надо было начинать. Тоже хорошо. Давайте сделаем такую небольшую затравочку. Какие это будут призы? Не нужно рассказывать прям досконально, но примерно хотя бы что это. Призы самые разные, и для детей, и для взрослых. От небольших сувениров до больших подарочных карт. Ну, давай не будем на это акцентировать внимание. Все-таки люди туда, наверное, идут больше за знаниями. За знаниями, конечно, да. Ксения, если бы у вас была возможность выбирать, как нейтрального зрителя, вы бы сами на какое направление пошли, в какую секцию? На самом деле, это очень сложный вопрос, потому что мне нравится все. Провокационный вопрос, я бы сказала, да. Чтобы не обижать коллег, да? Конечно. Хорошо. Давайте перечислим. Значит, у нас тема экологии, да, самое главное. Да. Значит, мы будем изучать, как устроена наша планета, да? Конечно. То есть какие предметы? Вот школьные предметы, да, простым языком. Мы будем изучать физику, химию. Да, экологию, биологию, математику. Будем изучать литературу, изобразительное искусство, физику. Ну, кажется, все. Да, смотрите, Ксения, когда мы говорим про науку, это научно-популяризаторский проект, да? Да. Правильно? То есть мы должны простым языком рассказать людям о сложных предметах. Да. Это здорово. Да, это замечательно, когда я наука уже заинтересовалась. популяризируется. Давайте, наверное, уже скажем, в какое время можно приходить и сколько это все продлится. Это действительно вся ночь? То есть надо у родителей уже отпрашиваться, у мужа или у жены? То есть если раньше кто-то отпрашивался: мам, можно я пойду погуляю с ребятами вечером, то мам, можно я пойду поучусь? И вот сюда родители точно должны. Здесь уже родителям не отвертишься. Всех желающих мы ждем с 17:30 до 22:30 на Кремлевской, 35. Ага, отлично. Ну что же, практика еще раз. Давайте подчеркнем что-то самое... Физика что-то взрывать будем, да, с химией? Нет, вернее так, на химии что-то будем сделать, какие-то опыты, да, яркие, красивые. Мы действительно будем взрывать, но это будут очень небольшие взрывы. Ага. Ну, надеемся, да, что все будет безопасно, на самом деле, и действительно полезно, интересно и увлекательно. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Спасибо. Ну и... И снова здравствуйте. И у нас традиционные предсказания астрологов на этот день, которые открывают часть нашей следующей программы. Не следующей программы, а следующую часть нашей программы. Следующая часть нашей программы, да. Говоришь, как Йода. Так, сегодня у овнов прекрасный день для того, чтобы проявить свою творческую натуру и раскрыть таланты. Представителям знака не стоит останавливаться на полпути. Появится возможность значительно приумножить бюджет. Сегодня тельцам предстоит заняться работой, которую ранее они не выполняли. Это позволит подняться по карьерной лестнице и занять престижную должность. Прекрасный день для новых знакомств, которые смогут принести массу положительных эмоций и впечатлений. Близнецов в любовных отношениях ждут незабываемые мгновения и масса новых впечатлений. Представители знака, которые долго находятся в отношениях, начнут планировать свадьбу или венчание. Влад, поздравляем. Поздравляем, ты ведь близнец. Зачем ты это сказала Пригласишь на вслух? свадьбу. Нет, подожди.
Подожди, Ну все, дальше давай. Ну Раки, что, звезды раки. сказали, изволь выполнять. Светлана, Всё. нас ждут раки. Ракам звезды сулят судьбоносное знакомство, которое сильно повлияет на их жизнь. Представителям знака сегодня необходимо быть реалистами. Не стоит фантазировать о том, чего просто не может быть. Львам стоит задуматься над своим поведением, иначе их излишняя самоуверенность может привести к негативным последствиям. Львов сегодня могут обвинять даже в том, к чему они не имеют никакого отношения. Как обидно. Терпеть, приходится терпеть, да. Девам сегодняшний день принесет массу положительных эмоций и впечатлений. Они проведут интересный и насыщенный день в приятной компании. Однако звезды не рекомендуют экспериментировать с новыми экзотическими блюдами. Значит, Таиланд, Аккуратно. Индию Родная не картошечка. езжаем. Да, картошка, да. рыба, мясо. Ну вот и все. Это была первая часть гороскопа, вторая чуть позже, в конце программы. Ну а пока уделим несколько минут укреплению нашего тела. Наша коллега Лейла Латыпова под неусыпным контролем персонального тренера знакомится сама и знакомит вас с новыми комплексами упражнений. Сегодня для этого ей понадобилась шведская стенка. Смотрим. Шведская стенка есть в практически каждом доме. И мы сегодня с вами сделаем несколько эффективных упражнений на этом снаряде. Итак, первое упражнение на прямую мышцу живота, то есть пресс. Для этого нам понадобится коврик. Ложись ногами к стенке. Ноги на вторую ступеньку. Цепляешься пятками. Руки поднимаешь наверх, к потолку. Делаешь выдох и начинаешь делать скручивание. Раз, два. Лопатки не отрываем? Лопатки отрываем, не отрываем поясницу. Отлично, закончили. Отдыхаем. И следующее упражнение на мышцы ног. Поехали. Ногу закидываем на ступеньку. Делаем небольшой шаг вперед. Дальше. И садимся вниз. Следим за тем, чтобы колено не выходило за носок. Поднимаемся наверх. Опускаемся вниз. Спина прямая. Мы также Подъем. в руки можем что-то брать, да? Да, можно взять гантели или гири. Максимально в работу включается и ягодичная мышца, и задняя поверхность бедра. Еще один. Достаточно. Меняем ногу. Раз. Левую ногу ставим. И поехали. Таз уводим назад. Следим за коленом. Поднимаемся. Раз. Так, достаточно. И теперь еще одно упражнение на пресс. Давай, залезаем на лесенку, убираешь ноги, прижимаешься и поднимаешь ноги, касаясь об руки. Подъем ног на выдох. Закончили. Закончили. Не обязательно ходить в тренажерный зал для того, чтобы выполнять эти простые упражнения. Достаточно заглянуть в детскую комнату. Там наверняка есть шведская стенка. Или заниматься самостоятельно на улице. Как говорится, было бы желание. А на сегодня все. Пока-пока. Ну, не знаю, детская... Вернее, шведская стенка есть ли в детской, но гардины точно везде есть в каждом доме, поэтому можно выйти из положения. Гардины? Ну, если, прям вот очень стройный человек, тогда да. А если не очень, Или то крепкая лучше гардина. не надо. Крепкая гардина, да, конечно, вариант. В общем, шведская стенка – хорошая идея, используйте ее. Ну, а теперь пришла пора поговорить о восполнении калорий после интенсивной тренировки. Обратите свои взоры на куриное мясо. Оно полезно для нервной системы, сердца, иммунитета, помогает регулировать уровень холестерина, питает организм витаминами, аминокислотами и микроэлементами. И мы предлагаем вам рецепт сочных куриных котлеток. Их можно приготовить на пару, так полезнее, но можно и на масле, так вкуснее. Запоминайте рецепт. В сегодняшнем выпуске мы будем готовить сочные, ароматные куриные котлетки. Яйцо смешиваем с водой и заливаем этой смесью овсяные хлопья.
Вода не должна быть горячей, иначе яйцо свернется. Мелко нарезаем лук, морковь натираем на терке и измельчаем чеснок. Также можно добавить вашу любимую зелень. У нас это укроп и лук. Все ингредиенты готовы, осталось их только смешать. Соль, перец добавляем по вкусу. Ну что, приступим к жарке. Формируем котлетки и обжариваем с обеих сторон. Добавляем немного воды, накрываем крышкой и тушим их до готовности. Наши котлетки готовы, осталось их только попробовать. Получилось очень вкусно. Рекомендую приготовить дома. Это программа «Здравствуйте», и мы встречаем очередного гостя. О конкурсе живой музыки будем говорить с организатором конкурса Ильясом Гафаровым, директором лейбла Yummy Music. Доброе утро. Доброе утро всем. Ильяс, как называется конкурс, чему он приурочен и что за соревнование такое? Конкурс, как и фестиваль, к которому он приурочен, называется «Мин татарша селяшам», я говорю по-татарски. Это акция, уличная акция и одновременно и фестиваль современной живой татарской музыки. Соответственно, конкурс мы организуем для того, чтобы выявить наиболее талантливых молодых исполнителей, которые хотели бы участвовать в этом фестивале, выбрать среди них 3 самых лучших представителей и дать им возможность выступить на большой сцене 26 апреля. Ага, то есть всего 3 могут вообще, а количество кандидатов уже сколько вот? Так, на самом деле конкурс начался буквально неделю назад, открылись заявки, заявок пока не так много, но по опыту прошлых лет мы можем ожидать основной наплыв где-то к концу конкурса, то есть мы принимаем заявки до 21 марта. Соответственно, большинство заявок приходит к концу, но уже штук 5, наверное, есть заявок. Обычно приходят около 20 заявок, из них 10 мы отбираем для голосования, но если все 20 окажутся хорошими, интересными, то все 20 будут, да, в голосовании будут участвовать все. А как можно заявки подавать, в каком виде и что должно содержаться там? То есть это должна быть фонограмма, да. В общем, основной информационный ресурс – это группа ВКонтакте, она так и называется, «Мин татарша селяшам». В этой группе есть подробная инструкция, ссылка на заполнение формы. Форма очень простая, ее можно заполнить буквально за минуту, написать, кто ты, свои контактные данные, прикрепить ссылку на свою композицию и отправить нам. Соответственно, эти же композиции, то есть либо это живое исполнение, либо твой трек, затем будут участвовать в открытом голосовании ВКонтакте. Но это все, это исключительно живая музыка обязательно, по-моему, одно из требований ваших, да? То есть исполнение вживую. В этом году мы ввели 2 направления. Первое направление – это живая музыка традиционно, то есть ты можешь сесть с гитарой или собрать коллектив, записать все это буквально даже на телефон и прислать нам. И отдельную номинацию мы ввели для представители урбан-музыки, то есть это хип-хоп, R&B и все, что с этим связано. Они могут записать трек и прислать готовый трек через почту или файлообменник тоже в такой же заявке. Да, давайте определимся жанры. Подожди, мне очень стало интересно, а почему такое особое отношение к хип-хопу и к рэп-культуре, к рэп-направлению? Ну, во-первых, это электронная музыка. Соответственно, электронную музыку можно слушать как в живом исполнении, то есть это диджей плюс МС, либо можно слушать, в принципе, в записи, они между собой особо не отличаются. И
так как мы сами тоже занимаемся продюсированием артистов, мы понимаем, что некоторым артистам удобнее записаться на студии, то есть начинающим, особенно артистам, записаться на студии, максимально раскрыть свой потенциал перед микрофоном и затем уже прислать обработанную запись нам, просто для того, чтобы выглядеть и звучать наиболее выгодно. Да, понятно. Ну, самое главное, стили разные, жанры разные, самое главное, татароязычное исполнение только, да? Это все... Да, самое главное условие, естественно, записать Ну, трек. судя по названию, да. Трек на татарском Каким языке. называется, да, Это может быть, кстати, и авторский трек, и известный, и существующий трек любых других авторов. Значит, я так понимаю, это хороший конкурс для тех, кто любит делать каверы, переводить иностранные хиты на другие языки, в данном случае на татарский язык. Да, здесь здесь фантазия участников ничем не ограничена. Вы можете даже перевести западный трек на татарский язык и записать. Интересно. Как будут выбираться победители? Кто будет выбирать? Кто подводить итоги будет, скажем так? Традиционно голосование проходит в той же самой группе «Митаташ Селяшем». Открытое голосование среди пользователей ВКонтакте. То есть это не какое-то определенное жюри, допустим, да, из профессионалов? Первичный отбор проходит... Все проходят через оргкомитет конкурса, то есть через нас. Мы отбираем всех, кто участвует в голосовании, и затем уже а потом слушатели... народное голосование, скажем Да, так, затем да? народ выбирает уже среди тех, кого мы отобрали, самых лучших. Мы, в принципе, мы отсеиваем только тех, кто не подходит по каким-то из критериев конкурса. То есть либо это не на татарском, либо это, соответственно... Что-то не подходит, что-то не то, да, что-то не так, да. Если что-то критичное не устраивает, Самое главное, что творческое разнообразие абсолютно, да, допустимо и даже рекомендуемо. Ну и давайте еще раз напомним, где мы услышим победителей, где можно будет за ними понаблюдать. 26 апреля, в день рождения поэта Габдулла Тукая, будет большой open air на улице Баумана. Традиционно он начинается ближе к вечеру. Соответственно, все победители конкурса будет дана возможность выступить на open air. Плюс мы помогаем им с музыкантами, поэтому не нужно бояться того, что у вас нет сессионных музыкантов или своей группы. Если у вас нет группы, мы найдем вам единомышленников, с которыми вы сможете Ну все, сыграть. здорово. Спасибо большое. Будем ждать. 26 апреля обязательно придем и послушаем. Желаем, чтобы все получилось на 100%. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас небольшой анонс. Программа ТНВ. На сегодня смотрим, мы выбираем что-то по душе и по интересам. У полуторки, смотрю, человек копошится. Ну, я вылез поинтересоваться. И он хрясь, и все. Ну не оторвали ж тебе башку твою, глаза у тебя на месте. Если ты полуторку видел, значит и людей видел. Сколько их было? Да не видел я, товарищ милиционер. Говорю же, хрясь и все. Халин просит Трошина помочь в расследовании ЧП на железной дороге. Константин слушает свидетелей происшествия и понимает, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Марьина роща смотрите сегодня в 12:00. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь Казани. Сегодня в выпуске. 90 лет со дня рождения писателя Аяза Гилязова, его произведения и судьба. Село Тетюши. Был ли в нем Пушкин и какие тайны хранит судьба Молоствовых? Об этом и не только смотрите на ТНВ в 14:15. Футбол на ТНВ. Рубин встречается с Анжи. Битва сильнейших. Для них главное доказать, что они лучшие и готовы бороться. Смотрите принципиальный матч сегодня в 19:30 на ТНВ. Так, в 19:30 мне не звонить. Буду болеть за Рубин. Ну что ж, хорошо, не болей, все будет хорошо, надеемся. Ну, я так понял, что Хотя болей, вот тогда все будет футболисты хорошо, будут да. в Махачкале, поэтому там тепло, там нормально, там никто не заболеет. Да, ну а чтобы вы не заболели, вам, конечно же, нужно знать, какая погода сегодня вас встретит. Поэтому сейчас о погоде. Весна календарная никак не соотносится с весенней погодой, увы. От сибирского циклона страдает Европа, да и наша страна устала от морозных ночей. Что сегодня стоит ждать от природы? Ослабнут ли морозы или нет? Узнаем у нашего корреспондента Даниила Кинжаева. Даниил, привет, рассказывай про погоду и еще что-нибудь интереснее. Привет. Привет, ребят, всем здравствуйте, доброе утро. Как видите, 2 марта сегодня, весна пришла. А вы знаете, какой сегодня день? Что сегодня отмечают? Знаете, сегодня отмечается не только второй день весны, но еще и
Международный день спички. В этот день, конечно, массовых народных гуляний не устраивают. Но если вам скучно, то вы можете сесть в свой автомобиль и поехать в город Рыбинск. Ведь там существует аж целый музей, посвященный спичке. Там вы можете найти древние спички, увидеть и еще насладиться величайшей коллекцией спичечных коробок. А вы знаете, еще спичкой можно разжечь не только газовую плиту, но еще и можно разжечь угасшие чувства, которые угасли в эту холодную зиму. Кстати, о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит минус 13 градусов. Они будут ощущаться как минус 19, а вечером температура воздуха составит аж минус 20 градусов. Не верьте солнышку, оно нас еще обманывает. Сегодня атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет 85%. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. А самое главное, одевайтесь теплей. Пока-пока, ребят. Пока, Ну, видимо, Даниил, Даниил спасибо. пешком пошел в Рыбинск. Самое главное, Свет, Поэтому- знаешь, надо не забыть у Даниила узнать... Наша уставшая панда Давай пошла по- пешком в Рыбинск. Давай потом обязательно Ну что, спросим, как до с помощью понедельника, спички- надеемся, вернется. Как с помощью спички можно разжечь чувства. Обязательно узнаем. Может быть, потом расскажем. Здравствуйте, сегодня пятница, 2 марта. Напоминаю я тем, кто проснулся и не Да, знает, что же происходит. Ну что ж, уикенд, возможно, кто-то из вас задумался, как его провести. Одни предпочитают провести выходные в тепле, в домашней обстановке, ну, к примеру, за чтением увлекательной книги, причем настоящей, не электронной, чтобы вот перелистывать ее, вдыхать аромат типографской Тактильное краски. ощущение, это замечательно. Ну а кто-то предпочитает выбраться из дома, посетить выставки, побывать на концертах, сходить в кино, наконец. Эта часть программы будет полезна для всех. Начнем с домоседов и книгачеев. О печатных новинках рассказывает Вера Гаранина. С большим удовольствием представляю вам книгу Эдварда Радзинского «Цари». Вот такая большая книга, почти фолиант. Когда-то в одном из интервью я прочла такие слова Радзинского. «Мои книги не учебники истории». С тех пор так и воспринимаю все, что он пишет, и читаю с удовольствием и интересом. Хронология, даты, даже сами события не так интересны в его романах, как интересна авторская подача. При этом Радзинский всегда опирается на документальные источники и на дневники персон, о которых пишет. В этой книге рассказывается о династии Романовых. Тема интересна уже сама по себе, а в рассказе Радзинского она интересна вдвойне. Семейные и дворцовые тайны, мистические совпадения, заговоры, предательство, личные трагедии, исторические повороты, увлекательное чтение. И познавательное тоже. Книга начинается с рассказа об Александре II и дальше в соответствии с хронологией рода Романовых. Ну вот, например, что мы знаем о княжне Таракановой? Имя слышали практически все. А дальше? Вот если прочтете эту книгу, то княжна Тараканова вам будет знакома не только по фамилии. Эдвард Радзинский. «Цари». Диана Машкова. «Чужие дети». Допускаю, что, прочитав название и увидев обложку этой книги, многие не захотят взять ее в руки. Мы боимся трудных ситуаций, бежим от боли, даже чужой. Поэтому сразу скажу, что финал у этой книги хороший. А все, о чем здесь рассказано, это реальная история подростков из сиротского приюта. Здесь нет ужасов, нет ожидаемого негатива. Есть проблемы, конечно, но автор рассказывает о них так интересно и так неожиданно, что если начнешь читать книгу, отложить ее уже не получится.
Это книга о воспитании, но не в привычном рутинном понимании, а о взаимном воспитании детей и взрослых. Это полезное чтение для каждого возраста, кроме самых маленьких. У Дианы Машковой замечательный язык и очень глубокие мысли. И книга, на мой взгляд, оставляет какое-то, я бы сказала, высокое послевкусие. Диана Машкова. «Чужие дети». Что, надеемся, что советы про интересные книги вам пригодятся. Да, и от книжных новинок перейдем к новинкам кино. Байопиком на современном сленге называют биографический фильм, построенный на реальных событиях, случившихся в судьбе той или иной знаменитости. Так вот, байопики бывают двух типов. Одни галопом по Европам охватывают всю жизнь героя, другие сосредотачиваются на коротком временном отрезке, который авторам кажется наиболее выразительным или интересным. Именно этот тип байопика выбрал Алексей Герман-младший, который снял фильм о Сергее Довлатове. Впрочем, обо всем по порядку. Самые любопытные премьеры этих выходных – отечественные. Начнем с фильма «Довлатов». Несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста и, конечно же, человеческие переживания. А ты пиши, что после тебя останется. Следующая премьера «Купи меня». «Выйти замуж за олигарха». Как же сладко звучит эта фраза. Не знаю, хорошо это или плохо, но так складывается судьба единиц. Однако заглянуть в замочную скважину хочется многим. Как же устроена жизнь молодых девушек в мехах и на задних сиденьях дорогих немецких машин. А самое главное, чем приходится жертвовать ради такого счастья. Или, может быть, несчастья. Почему мы здесь ужинаем? Чтобы сцапать такого, как Костю, нужно подстроить момент. Гарик подарит мне эту тачку. Кто такой Гарик? Тот, кто подарит мне эту тачку. И заключительная премьера, очень яркая, цветастая и тоже российская. Не на 100%, но послушайте имена актеров. Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова. Этих людей вы встречали в очень классных проектах. Фильм «За гранью реальности» обещает быть очень классно. Видишь эти двери? Каждая из них — это вход в чей-то дом. Майкл, в том мире хранятся все знания и тайны человечества. Мы можем узнать все, что хотим. Мы получим все, что хотим. Но сначала вспомни, из-за чего ты оказался здесь. Ты вернешь мне все украденные деньги. Справедливости ради скажем, что сюжет в действительности чуть менее пафосный, чем отрывок из этого фильма. Герой собирает людей с паранормальными способностями. Конечно же, что-то пошло не так, все оказываются в опасности, и чтобы спасти друзей, герою приходится копаться в подсознании. Предполагаю, что фильм «За гранью реальности» — это какая-то смесь картин «Иллюзия обмана» и «Начало». Интересно, что получилось. Но мы продолжаем говорить про культуру во всем ее Ты хотела что сказать про Антонио Бандераса? Я знаю, да, на какой фильм я пойду. Ничего говорить не нужно, все понятно. Продолжаем говорить про культуру. Сегодня в галерее Хазине открывается персональная выставка работ художника Анатолия Егорова. Ее следует обязательно посетить, хотя бы потому, что будет представлен уникальный гобелен его работы. Об искусстве Анатолия Николаевича говорим этим утром с искусствоведом Диной Ахметовой. Доброе утро. Здравствуйте. Дина Игоревна, давайте начнем с того, что расскажем, какие работы Анатолия Егорова будут представлены на выставке. Там в первую очередь представлены гобелены и живопись. Да, потому что Анатолий Егоров по специальности художник монументального декоративного искусства. Да, то есть он получил специальность как гобеленщик фактически. То есть даже такая вот специальность есть? Да, то есть, гобеленщик. Да. У нас в Татарстане крайне мало гобеленщиков. Да, узкая специализация. Да, то есть я вам буквально на одной руке могу посчитать, сколько это людей. Да, буквально раз, 3-4 человека.
крайне редкая специальность, а Анатолий Егоров еще при этом монументальные делает гобелены. То есть это не маленького размера, а не замахнуться ли нам? Огромные, да. Да. И вот на этой выставке будет действительно огромная премьера гобелена, посвященного творчеству и самому, естественно, личности Николая Ивановича Фешина. Это такой своеобразный, можно сказать, памятник Фешину, которому до сих пор памятника в Татарстане не поставлен. Это наш выдающийся земляк. Вот, и Анатолий Егоров этот гобелен делал практически 10 лет. То есть это фактически, не знаю, как Сикстинская капелла. Ну, давайте скажем, каких размеров тогда, чтобы понимать, иметь, понимать себе. Это работа 4 на 2,7 метра, да? Почти То есть это почти 12 квадратных метров. Это действительно великолепная вещь. Вот я прям категорически советую прийти на выставку и посмотреть, потому что, действительно, вы такой, я не знаю, где вы такое вообще увидите. Там представлен сам Фешин, то есть его портрет, да, с знаменитой фотографией, и фрагменты его самых, наверное, известных работ. То есть это такое очень красивое декоративное полотно фактически, потому что гобелен Анатолия Егорова – это своего рода живопись в нитках. Там настолько тончайшие вообще сочетания цветов, которые он подбирал совершенно скрупулезно. Поэтому я думаю, что событие получилось просто выдающееся. Обязательно надо прийти. Да, это где-то уже выставлялось, показывалось, или это дебют? Это ни разу не выставлялось, это настоящая премьера. Вот как в кино премьера, так и здесь премьера огромного произведения. Я думаю, что это действительно событие большое. Что отличает живописные работы? Да, живопись будет еще. Да, там будет еще и живопись. И вот я действительно думаю, что его гобелен – это такие настоящие живописные произведения, да? А живопись чем-то напоминает гобелены своей вот этой декоративностью, красочностью. Они очень красивые. Вот поверьте, красиво. Обязательно надо прийти еще раз, 10-й раз говорю. В живописи что можно посмотреть? Что самое интересное? Что главная тема? Вы знаете, темы такие очень какие-то уютные, что ли, темы. Да? Это пейзажи Свияжска, да? Это дети. Дети совершенно изумительные. Дети, любовь к женщине. Есть там и духовные сюжеты, потому что, наверное, Свияжск, он все равно навевает какие-то вещи такого высшего порядка, да, то есть вот такие вот есть вещи. Это очень позитивная, очень красивая по цвету живопись. В том числе там и гобелен тоже есть, помимо Фешинского, поэтому, да, это будет очень необычно, потому что гобеленов мы редко видим. Анатолий Егоров, мастер, и при этом очень скромный человек, потому что, раскрою небольшую тайну, мы его приглашали в программу, в силу своей скромности. Не удалось нам заманить его, заполучить. Можно ли будет с ним пообщаться на выставке? Конечно, на выставку он обязательно придет. Вот уж тут не отвертится. Кстати, да, когда это будет открытие? Открытие состоится сегодня в 4 часа, и выставка продлится месяц, поэтому если сегодня не успеют зрители, то, пожалуйста, в течение месяца обязательно приходите. Вот ни за что не пожалейте, у вас будут совершенно замечательные эмоции, очень красивые эмоции, вы позитивные. Так вкусно так рассказали. Потому что мне очень понравилось. Видно, что вы прониклись, да. Очень. Верим. А какой, может быть, возрастной аудитории это будет интересно? Это для молодежи, это для взрослых? Я думаю, это возрастная категория от 0 и там до бесконечности. Каждый найдет что-то свое, да? Там, может быть, есть какие-то нюансы для детей, что, может быть, что-то, но я думаю, что это не страшно. Все, понятно. Очень интересно. Мы желаем вам удачного открытия. Да, и призываем всех наших телезрителей да, все-таки конечно. действительно сходить и один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Конечно. Мы продолжаем. Вот что еще интересного произойдет в культурной жизни Казани сегодня и в выходные. Кстати, внимание. Всем привет! Сегодня 2 марта и с вами Камила Хакимуллина. В Казани выступит Александр Дюмин, популярный музыкант и исполнитель в жанре русского шансона. На концерте певец создает самую доверительную атмосферу, поскольку его песни, обнажающие изнанку жизни, о которой принято молчать, затронут до глубины души абсолютно всех слушателей. Трехгрошовая опера. Все на продажу. Вот доминанта этого произведения. Всеобщая власть денег, с помощью которых можно решить любую проблему. К этому стремятся все. У каждого из них своя цель. Но одна мораль. Для достижения цели все средства хороши. Подкуп, шантаж и, если будет нужно, убийство под прикрытием закона. И пусть в мире есть место и любви, и страданиям, это только на руку тем, кто точно знает, что он хочет получить от жизни.
Хоровой кроссовер «О море, море». Камерный хор Татарстана – неизменный участник всех культурных мероприятий в республике и за ее пределами. Его выступления всегда становятся яркими событиями и сопровождаются аншлагами. Интерес публики сохраняется благодаря особому творческому почерку коллектива, в основе которого лежит смешение жанров и стилей. Думаю, вы уже нашли себе занятие на вечер пятницы, но это еще не все. Смотрите далее, куда сходить в выходные. В субботу для вас выступит хор турецкого. Новая программа «Вам, любимые» – это подарок прекрасным женщинам. Проверенные временем хиты в неожиданных аранжировках и авторские песни прозвучат в этот вечер в Казани. Ну что ж, а у нас продолжение астропрогноза. Итак, сегодня весам улыбнется удача, и их усилия начнут приносить хорошие плоды. А вот в личной жизни не все так гладко. Есть риск потерять отношения. Звезды советуют весам уделять близким людям больше внимания. Скорпионы, сегодня вы удачливы на любовном фронте и продуктивны в творчестве. Вы способны подать себя окружающим в выгодном свете, при этом не преувеличив своих достоинств. У Стрельца ни одна минута не пройдет даром, даже если он будет отвлекаться на телефонные звонки и пустую болтовню. С любимым человеком Стрельцу лучше поговорить откровенно, а не убегать от ответа на важные вопросы. Сегодня у Козерогов весьма активный и насыщенный день. Можно решить даже самые сложные ситуации. Близкий человек преподнесет сюрприз, о котором вы давно мечтали. Сегодня Водолеи проявят самые прекрасные качества личности при общении с окружающими, но не стоит переусердствовать. А еще звезды рекомендуют представителям этого знака вести строгие подсчеты доходов и расходов. Завершаем. Гороскоп обещает рыбам гармоничный день, если он сам не нарушит тот распорядок, к которому стремился. Многие желания исполнятся быстро, но удовольствие от этого вы вряд ли получите. С гороскопом покончено. Сейчас небольшой анонс. Вот что вас ждет в понедельник. Эволюция денежного древа. Где узнать историю денег? Ни в одном глазу. Что делать, если мучает бессонница? Кулинарная экзотика. Как приготовить курицу по-гавайски? Итак, в понедельник вас встретят наши коллеги Асуль Мухамедянова и Рустем Каримулин. Каждый будний день в 8:10 на ТНВ. Полезная программа «Здравствуйте». Ну а на этой неделе каждое утро встречали с вами мы, Влад Портнов, я, Светлана Знарёва. Нам было с вами хорошо, надеемся на взаимность. Хороших вам выходных. Пока-пока.